Все поселения на севере Коми начинались с исправительно-трудовых лагерей. Первыми жителями Воркуты были строители шахты, небольшой отряд плотников. Мы сейчас стоим на руинах этого первого поселка Воркута, который был создан в 1937 году, а статус города Воркута получила только в 1943 году. Это помещение, куда заключали нарушителей лагерного режима. Здесь велись допросы, которые, к слову, были иногда с пристрастием. Показания выбивались нечеловеческими способами. Дабы скрыть следы зверских пыток, все камеры и подвалы впоследствии были засыпаны шлаком и залиты бетоном. Это все сопоставляется по воспоминаниям заключенных. То есть сейчас уже их осталось очень мало, но когда-то они в 70-х, 90-х годах рассказывали об этом. Я бы не хотела находиться в этом здании. Мне сейчас в нем жутко находиться. Вот. Ну и понимая о том, что здесь люди, наверное, погибали и страдали, я считаю, что историю этих времен забывать нельзя. Эту историю нужно и рассказывать, и показывать. Для чего? Для того, чтобы она не повторялась. Печальные свидетельства трагической истории сохранились на кладбище Юршор. Мемориальный комплекс возник в 1953-м после забастовки политзаключенных всей страны. Они добивались послабления режима и пересмотра преступлений. Мало кто знает, но Воркута стала единственным местом, где произошло показательное подавление восстания. В отдельном лагерном пункте была дана команда на расстрел заключенных. И единовременно было расстреляно 53 человека, ранено 123, из них тяжело раненые были, которые впоследствии умирали. Вот. Хоронили на этом кладбище, 1 августа произошел расстрел, а хоронили только 6 числа. Воркута – это холод заворот, память прошлого прожитых лет. Дальше место, где находился большой лагерь членов семей врагов народа. Сейчас здесь жилые дома. Если главе семейства давали большой срок или приговаривали к расстрелу, то их жен и детей в сталинские времена тоже наказывали. Многие каторжане после освобождения оставались в Воркуте. Одна из таких – Анна Васильевна Крикун. Ее арестовали 22 февраля 1943 года. Пришел военный мужчина и женщина. И говорят, придите вот по такому-то адресу. Раз вызывают, пришли, это надо идти. Я пошла и больше как не вышла. Через несколько дней маму. Мы тут там в жилом доме находились. Потом нас отправили в Курск. И гнали нас пешком, а это 66 километров. Военный трибунал приговорил ее к 15 годам каторги. 1 марта 1946-го девушка оказалась в Воркуте. 3,5 года проработала на шахте номер 2, потом в тундре на строительстве дороги и на лесоповале. Мне 24 года было, я в Воркуту приехала. А я скажу, лесней тяжелее всего и условия хуже – это на лесной промышленности. Говорят, будешь работать, не замерзнешь. Начальство говорило. Вот так. Может быть, то, что я, как говорится, такая была выносливая, у меня закалка была, я же спортом занималась в молодости. Может, и это помогло, может, Бог помог. В Бога я верила, что-то бабка приучила. Сегодня портрет молодой Анны Крикун – один из экспонатов школьного музея «Город» на севере России. Здесь и шапка заключенного, летний вариант, оружие, с которым уже в 50-е годы вохровцы стерегли языка, саквояж, отобранный охранником и перешедший в его владение. Есть уникальный экспонат. Это ремень, который прошел финскую войну, прошел Великую Отечественную войну, и потом этот офицер оказался в ГУЛАГе. И вот этот ремень с ним отбывал и срок здесь. О том, сколько судеб было сломано в годы репрессий, какие потери понесла страна, здесь, за полярным кругом, на краю земли, знают не понаслышке. Но сегодня, сетует экскурсовод, в Воркуте нет ни одного музея, в котором наглядно были бы представлены страницы прошлого Воркуты, напитанного страданием и болью.